Здравствуйте! В эфире новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Коротко о главном. Хэштаг для молодой семьи. Глава Тувы побывал в гостях у самых молодых участников проекта. Бесплатная приватизация, возможно, станет бессрочной. Закон Госдума приняла в третьем чтении. В Туве прошел чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок. И о событиях выпуска более подробно. В Туве успешно реализуется губернаторский проект «Хэштаг для молодой семьи», стартовавший в прошлом году. У участников, получивших во владение новые дома, кошары и 200 голов скота, зимовка проходит без существенных проблем. В этом лично убедился глава Тувы Шалбан Караол. Он наведался в гости к участникам проекта «Семье Дадарол» в Улухемском районе. Подробности визита у Анастасии Масловой. Буяны, Чияна, Дадаролы – самые молодые участники проекта. Главе семейства 23, а хозяйке очага 19. Для молодой семьи с двумя маленькими детьми на руках участие в проекте стало настоящим подарком судьбы. Благодаря ему молодые люди в один год обзавелись и жильем, и хозяйством. В планах у животноводов наращивать поголовье скота. И, кстати, так вышло, что накануне приезда Шалбана Караула в хозяйстве произошел первый приплод. Первый сегодня родился. Да. Да. Сегодня родился. Хороший знак. Хороший знак. Добрый. Справляться с большим хозяйством молодой семье помогают родственники. Вместе пасут овец и собирают дрова. Хоть сейчас супруги живут небогато, но в скором времени они крепко встанут на ноги. Глава Тувы в этом уверен. Самое главное, что ребята стараются. Это же не так просто трудиться, и при этом двое маленьких ребятишек. Поэтому молодцы, что взялись. Первый приплод уже появился сегодня. Это уже большое дело. И самое главное, уже перезимовали. То есть вот уже февраль месяц, скоро шага будет, поэтому у ребят все получилось, как мы задумали. Я этому очень рад, конечно. Таких участников проекта в Туве больше сотни. Главной задачей перед ними стоит сохранить и, что важно, приумножить поголовье скота. Ведь впоследствии, по задумке проекта, они должны будут передать животных другим участникам. Анастасия Маслова, телекомпания «Новый век». Сейчас новости экономики. Приватизировать жилье успеют все. Вполне вероятно, что бесплатная приватизация станет бессрочной. Соответствующие поправки приняла Госдума в третьем чтении. Ранее это право депутаты собирались оставить до 2020 года и только для крымчан, сирот и жителей аварийных домов. По новому закону, который еще только будет рассмотрен Советом Федерации и подписан президентом, приватизацию не станут ограничивать интересами узкого круга лиц и временными рамками. Процесс передачи государственной собственности в частные руки идет с 1992 года. Сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились. Сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года. В Туве за это время возможностью бесплатно приватизировать жилье уже воспользовалось большое количество людей, сообщает в управлении Росреестра. Что касается статистики, то за 2016 год управлением на основании договоров приватизации жилья было зарегистрировано 1685 прав граждан. В 2015 году данная цифра была практически в 2 раза выше. Прав мы зарегистрировали 3054, а всего, начиная с начала приватизации, было зарегистрировано более 46 тысяч прав граждан на основании договоров приватизации. Больше 75 тысяч рублей поступили на счет агентства по делам семьи и детей Республики Тыва в целях реализации федерального и республиканского законодательства по обеспечиванию мер социальной поддержки семьи с детьми. Такая информация появилась на сайте регионального правительства. Эти деньги пойдут в том числе на выплаты единовременного пособия беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия на ребенка и ежемесячные пособия на детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Отмечу, что с 1 февраля госпособия, предоставляемые из федерального бюджета гражданам, имеющим детей, выросли на 5,4%. В Тоджинском, Мангантайгинском и Терехольском районах, приравненных к северным районам, данный вид пособия составляет 24 525 рублей 50 копеек. Все меры социальной поддержки предоставляются в установленные сроки и в полном объеме. И о курсах валют. Курс американской валюты на вторник был зафиксирован на отметке в 58 рублей 6 копеек, а курс евро на 14 февраля составил 61 рубль 77 копеек.
Федеральная служба судебных приставов России сообщила о массовой мошеннической атаке электронных адресов россиян с использованием поддельных писем от имени ведомства. В электронных сообщениях мошенники пугают россиян о якобы наличии судебной задолженности и предлагают пройти по активным ссылкам, которые содержат вредоносный код. Судебные приставы советуют, если компьютер или смартфон оказался заражен вирусными программами, обращаться в правоохранительные органы. Да, действительно, проблема есть. В последнее время хакерские группы, они якобы от имени Федеральной службы судебных приставов занимаются рассылкой массовой. В этом случае мы советуем просто-напросто не открывать подозрительные письма. Если исполнительное производство возбудили в отношении кого-либо, то Управление Федеральной службы судебных приставов извещает об этом или Почта России заказанным письмом с обратным уведомлением, или иными способами, но не такими вредоносными, так сказать, подозрительными способами. Накануне в Государственном лицее республики прошел конкурс среди педагогов города и районов республики под названием «Современный урок». Конкурс проводится с 2009 года. За этот период в нем приняло участие 123 педагога. В этом году мероприятие проводится в 5-й раз. В зале Гослицея развернулась выставка, к которой учителя, приехавшие с районов республики и города, тщательно готовились. На выставке можно увидеть самую разнообразную литературу, от современной классики до сложных математических изданий. Каждый участник должен был показать и защитить перед членами жюри свой урок. Для учащихся такие уроки должны быть интересны и понятны. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И тем ее вернее будем среди обольстительных сетей. Где числительные? Вы говорите, вы работаете с числами. А где здесь числа? Вот здесь, именно здесь нет числа, там прямая обратная пропорциональность есть. Потом учитель математика объясняет, что такое пропорциональность. Выходит, у вас два учителя на уроке. Учитель математики и учитель русского языка и литературы, да? Очень интересно. У каждого учителя есть своя изюминка, и общение друг с другом помогает в совместной педагогической работе. Главная цель конкурса – это поиск талантливых, инновационно мыслящих и творчески работающих педагогов, которые занимаются со школьниками по современным образовательным технологиям. Очень интересно узнать, для себя открыть каждое мероприятие – это что-то новое для человека, конечно. Мне очень интересно посмотреть работу других участников. Конечно, я буду для себя что-то новое узнавать, я буду постепенно расти. Обмен опытом для учителя, практическая часть – это очень хорошо. Главной задачей педагогического конкурса является выявление учителей, которые работают с детьми в более современном направлении. В этом году в конкурсе участвуют только учителя русского языка и математики. В этом году мы его сделали только для учителей русского языка и математики. Для этой категории педагогов, потому что это все-таки основные учителя, наверное, в школе. И очень приятно, что в данном конкурсе в этом году у нас принимает участие большое количество учителей. Это 17 учителей математики и 24 педагога русского языка. Очень здорово, что часть из них – это те учителя, которые работают в школах, участницах регионального проекта «Успешный выпускник». В Туве в этом году запущен региональный проект «Успешный выпускник», где оказывается методическая помощь в школах, которые находятся в сложных социальных условиях и показывают педагогически низкие результаты. Сами же учителя считают, что такие встречи направлены на повышение профессионального уровня. Ведь где, как не здесь, можно обмениваться педагогическим опытом. На современном уроке задача членов жюри была определить лучшую выставку и лучшую подачу информации. А в конце двухдневного мероприятия победителей ждали ценные призы. И, конечно же, самое ценное – это обмен опытом между учителями. В Туве появится главный архитектор республики. Он должен напрямую подчиняться главе региона, как это предписывает поручение президента России Владимира Путина, принятое по итогам Госсовета по вопросам строительства. Премьер Тувы подчеркнул, что данное переподчинение позволит в том числе обеспечить более жесткий архитектурный контроль за строительной отраслью. Он обратил особое внимание на необходимость скорейшей разработки проектов комплексного и устойчивого развития микрорайонов на планирование развития коммунальной сети в городах республики. Роль главного архитектора
архитектора является ведущей и стартовавшей по всей России проекте благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Инициатива о повышении статуса главного архитектора и его переподчинения напрямую губернатору была предложена главой Минстроя России Михаилом Менем. После долгих дискуссий с профессиональным сообществом ведомство вышло с данным предложением на Госсовет по строительству, который прошел в мае прошлого года. По его итогам регионам было рекомендовано установить подчинение главного архитектора губернатору. В минувшие выходные в спорткомплексе имени Ярыгина состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Туву посетил президент Федерации дзюдо Сибирского федерального округа Виктор Подубный. Для спортсменов данное соревнование имеет огромное значение, так как это последнее возрастное ограничение перед переходом во взрослую категорию дзюдоистов. Всего в турнире приняли участие 146 дзюдоистов со всей Сибири. Из них один представитель Тувы Айдыс Шарави. Для спортсменов данное соревнование имеет огромное значение, так как это последнее возрастное ограничение перед переходом во взрослую категорию дзюдоистов. На состязание по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет приехал и президент Федерации дзюдо Сибирского федерального округа Виктор Подубный, который отметил, что данный чемпионат говорит об активном развитии этого вида спорта. Хочу сказать спасибо всем делегациям, всем спортсменам, которые сюда приехали. Почему? Потому что мы, проводя этот чемпионат, хотели бы показать, что все-таки дзюдо развивается, дзюдо хороший вид спорта, а тем более, опираясь на опыт борцов Тувы, у вас есть национальная борьба, сам Бог велел, чтобы тувинцы боролись. И они, кстати, последние лет 5-7 не хорошо борются, а очень хорошо. Поэтому есть жителям Кызыла и вообще всей республики чем гордиться. На чемпионате присутствовал и глава Тувы Шалбан Караол, который поприветствовал участников. Для нас это честь, для нас это особая ответственность и для нас это праздник. Дзюдо – это красиво, дзюдо – это жизнь, дзюдо – это путь. Стоит отметить, что Республика Тува впервые принимает первенство Сибири по дзюдо. Больше всего спортсменов прибыло из Красноярского края. На татами юниоры выступили в 7 весовых категориях. Юниорки также соревновались в 7 разных категориях. Самыми зрелищными оказались схватки среди юниоров. Юноши продемонстрировали отличную подготовку и технику. В итоге в общекомандном зачете больше всего золотых медалей завоевали представители Красноярского края. Наш земляк Айдыс Шарави занял 4-е место в весовой категории до 73 килограмм. Отметим, что президент России Владимир Путин известен любовью ко многим видам спорта, в первую очередь к дзюдо, и уделяет особое внимание этому виду спорта, особенно популяризации среди молодежи. Далее наш эфир продолжат новости короткой строкой. Чтобы поменять свой медицинский полис, больше не придется искать адрес страховой компании и ехать туда. В ближайшей перспективе делать это можно будет в ближайшем многофункциональном центре. Такая возможность появится у каждого россиянина после того, как будет подписан приказ Минздрава России. Сейчас проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Также документом предусматривается, что медицинские страховые компании будут напоминать людям о том, что приближается их очередь проходить диспансеризацию или плановый медосмотр. В Туве этой зимой выпало рекордное за 20 лет количество снега, высота его в отдельных районах более метра. Паводковую обстановку в республике может осложнить ранняя весна. Глава региона Шалбан Караол распорядился уже сейчас усилить работу по предупреждению ЧС, начать проводить тренировки и отрабатывать навыки оперативного реагирования на различные ситуации предстоящей весной. Жители 4 регионов России, в том числе Тувы, пока не подали ни одной заявки на дальневосточный гектар, сообщает Минвостокразвития. При этом больше всех заявок на землю подали жители Приморья, Якутии, Хабаровского края, Сахалинской области, Амурской области, Камчатского края, Москвы и Магаданской области. Напомним, с 1 февраля началась реализация 3-го этапа закона о дальневосточном гектаре, когда все жители страны могут претендовать на получение земли.
Участок трассы М-54 от столицы Хакасии до Кызыла занял 9-е место среди самых красивых дорог России. Подборку 10 самых красивых дорог страны составил информационный портал «Российский туризм». Дорога пролегает через первозданно дикие, практически нетронутые человеком Саянские горы, местами спускаясь в практически голую степь. Контраст потрясающий. Так описывается трасса. Добавим, на первом месте рейтинга располагается трасса М-18 Кала, которая берет свое начало в Санкт-Петербурге и тянется до поселка Борисоглебский на самой границе с Норвегией. В Тувинске 21-го и новотворчества состоится ярмарка одежды и украшений, посвященных. На ярмарке можно будет получить ключи народных мастеров, приобрести дополнительную информацию можно народного творчества и досуга. Впереди реклама, после чего мы вернемся к выпуску новостей. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.ру. Так кофемашина DeLonghi по интернет-цене 19 990 рублей. РБТ.ру. Ваша недвижимость – это самое большое вложение. Защити свое вложение. Компания «Геотех» предлагает широкий выбор кадастровых услуг под ключ. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж. Продолжаем выпуск. По информации управления Камбыла Тувы, в ночь на Шага с 26 на 27 февраля в Кызыле ночные молитвенные чтения пройдут в 10 местах. Это все буддийские храмы столицы. Кроме этого, определены места проведения сангсалыр, обряда подношения духом природы. Ритуал возжигания священного огня будет происходить на горе Дуге, в национальном парке и у скульптуры Кадарчи. Традиционно во время обряда ламы будут просить высшие силы о благополучии всех живых существ на земле. Городские власти призывают участников молебен и обряда сангсалыр по возможности не брать с собой на места малолетних детей. Также от многочасовых молитв стоит воздержаться тем, у кого ограниченные возможности здоровья, и людям преклонного возраста, дабы избежать переутомления. Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии Кызыла, на этой неделе перевозчикам пассажиров будет представлен график и маршрут следования автобусов в ночь на Шага. 27 февраля начнется большая игровая программа для горожан и гостей столицы. Будет организована работа праздничной ярмарки. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды, в студии Ксения Перумова. Для начала расскажу о нашем партнере, магазине Медтехника, который предлагает широкий выбор ингаляторов, небулайзеров, компрессорных, ультразвуковых, паровых. Они окажутся незаменимыми помощниками при лечении и профилактике лор-заболеваний, гриппа, ОРЗ, заболеваний легких, аллергии, последствий курения, а также помогут укрепить иммунитет. Магазин Медтехника находится на Калинина 3/3 на цокольном этаже. Магазин Медтехника. У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Калинина 3/3. Магазин Медтехника. Будьте здоровы! Ну а теперь о погоде на предстоящие сутки. Утром стоит утеплиться, выходя из дома, так как на градуснике ожидается минус 30 градусов мороза. Днем будет светить солнышко, за окном минус 19. Ну а вечером вновь похолодает, 25 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Геомагнитное поле спокойное. На этом все. Я желаю вам приятного вечера. Берегите себя. На этом наш выпуск завершен. Новости нового века вы можете всегда посмотреть на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Всего доброго и до скорых встреч! В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. Откуда пошла традиция отмечать Шага в Туве? Внимательно изучите способы отъема денег мошенниками доверчивых людей, чтобы избежать неприятностей. Электронный полис ОСАГО. Что это и как его получить? Внимание! Продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес Джим». Первый недельный победитель.
А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ.